Сегодня мы приехали на телестудию Кызылского президентского кадетского училища, чтобы посмотреть, как у кадет происходят творческие процессы помимо основной учебы. Для личностного развития обучающихся нашего училища сформированы и действуют 5 профильных школ по предметным областям. Они объединяют широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ. И в рамках школы искусств этикета в 2020 году был создан медиацентр кадетский и пресс-центр. Сейчас мы находимся в телестудии Кызылского президентского кадетского училища. В нее ходят 3 разных студии. Это у нас видеостудия, фотостудия и радиостудия, в которой занимаются наши ребята, кадеты. Также здесь производится видеопродукция, фотопродукция. Это первая студия, видеостудия называется. Здесь ребята снимают, вот сейчас именно рубрика информирования, которая у нас каждую неделю выходит, в котором рассказывается все важные события, которые произошли за прошедшую неделю. Скажи, пожалуйста, нравится ли тебе здесь заниматься? Ну да, мне это нравится, я посвящаю свое свободное личное время сюда. Но после того, как сделаю свои личные дела, прихожу сюда, потому что мне это интересно. Это вторая фотостудия. Оборудован, софты, свет, полотна, там, фон. У нас в точном ведении фотостудия занимается 12 кадет. Ребята 8 класс, 9, 10 класс. В основном 9 класс, 11 класс мы не трогаем, потому что они как бы пускаются, сдают ЕГЭ. Сдают ЕГЭ. В основном у нас приходят 8-классники, 10-классники. Большое желание изъявляют учащиеся 6-7 классов. В эфире кадетское радио. У микрофона кадеты 2-й учебной роты Дуганбаир Оржак и Шолбан Чашол. У нас представлены афиши, например, проектов, которые мы снимали в прошлых годах. Вот «Хюмей. Душа народа», документальный фильм, который занял первое место в кадетском взгляде. Это кинофестиваль этих военных образовательных учреждений. Недавно вышел у нас фильм «Башкы значит учитель», про первых русских учителей у нас, которые приехали, обучили грамоте. Привет, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мангушалдар Кижиктыкович, кадет 3-й учебной роты 31-го взвода. Скажи, пожалуйста, это твой первый опыт в съемках? Это мой первый опыт именно в фильмах, так как до этого я снимался еще и в клипах. И да, можно сказать, фильмы — это мой первый опыт. И в фильмах мне показалось, что это сложнее. Да, а поделись вообще общими впечатлениями, как тебе это далось, как сам процесс проходил? Сам процесс фильма проходил довольно-таки сложно, так как репетиции, съемки, работа над своей речью, актерское мастерство — это довольно-таки сложный процесс. Планируешь ли ты в дальнейшем как-то развиваться в этом направлении? Конечно, это в жизни всегда пригодится, такое умение. Мне кажется, да, надо все-таки развивать навык. Кружок есть юные журналисты. И вот ее руководитель Анна Анатольевна Лачугина. В рамках данной школы ребята имеют возможность готовить и выпускать свой брендовый продукт. Это журнал «Кадетский вестник». Вы можете увидеть на сайте нашего училища. И вот ребята, они составляют тексты, то есть интервью, отправляют, правку делают. Потом вот здесь версткой занимаемся, печатаем. И все это у нас периодичность у нас год, наверное, там 3-4 выпуска выходит. По одному выпуску на квартал примерно. Кадетский вестник. Будем делать юбилейную. Про выпускников 2023 года полностью про них, впечатления, воспоминания, то есть куда они поступили.
У нас ребята имеют возможность выходить и взаимодействовать со средствами массовой информации, с телевидением. Участие в конкурсах, это тоже результаты у нас приносят хорошие. Это дает возможность ребятам раскрыть себя и таланты, успешное участие принимать в различных мероприятиях спортивных, творческих и достигать замечательных результатов. Сегодня мы находимся в Кызылском президентском кадетском училище, а мы посетили их творческое пространство, посмотрели, как дети проводят свое, наверное, так сказать, свободное от основной учебы время, занимаются фотостудией, радиостудией, видеостудией, снимают свои фильмы, спектакли и так далее. Взяли небольшое интервью у ребят, у их преподавателей, их руководителей, так сказать. Пообщавшись с ребятами, я поняла, насколько они заинтересованы в этих процессах на самом деле. У них прям горящие глаза, кто-то даже собирается в дальнейшем развиваться в этом направлении. И сейчас я очень рада за ребят, то, что они могут здесь обучаться, развиваться и готовиться к дальнейшей взрослой жизни.